Мужчину обнаружили на козырьке подъезда жилого дома в Мирном. По сообщению пресс-службы Следкома, мужчина 1981 года рождения погиб. По данному факту проводится проверка. На месте работает следователь со следственной группой. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, произведен осмотр места происшествия, а также тела мужчины. Внешних признаков насильственной смерти, кроме характерных для падения с высоты, не обнаружено. В рамках доследственной проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Опрашиваются очевидцы и иные лица, показания которых помогут в установлении причин случившегося. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбудили после травмирования машиниста на золотодобывающем предприятии в Якутии. Он получил тяжелые травмы в ходе работ. 3 сентября этого года машинист автогрейдера получил задание от механика на замену шин. Для транспортировки колес потребовался погрузчик, водитель которого находился на больничном. В связи с этим механик дал пострадавшим устное разрешение воспользоваться погрузчиком для перевозки колес, а также заправить его. Отмечается, что машинист не имел соответствующего удостоверения и не обладал правом управления этой техникой. Управляя погрузчиком, при движении задним ходом мужчина допустил наезд правыми колесами на бровку дороги, что повлекло опрокидывание погрузчика. В результате мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к инциденту. Неизвестные убили домашних оленей, принадлежащих МУП «Золотинка» в Нерюнгринском районе Якутии. Полицейские обнаружили возле останков животных патроны от ружья 12-го калибра в лесу села Иенгра. Установлено, что предположительно оленей убили неделю назад, разделали туши и забрали мясо. Потерпевшая сторона написала заявление в полицию. Минсельхоз Якутии сообщил, что по данному факту будет проведена проверка. Ранее в социальных сетях распространилось видео, автор которого утверждает, что домашних оленей убили браконьеры. Нетрезвая автомобилистка съехала с дороги в Хангаласском районе Якутии. Управление ГИБДД сообщает, что она, управляя автомобилем Toyota Windom, не справилась с управлением и опрокинула его на 74-м километре автодороги регионального значения Умнас. Установлено, что 6 октября около 10 часов вечера по местному времени 32-летняя автоледи, следуя со стороны Якутска в Покровск, не справилась с управлением и совершила съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием в кювет, говорится в сообщении ГИБДД. Со слов пассажирки следует, что по пути следования подруги выпили пиво. Затем они начали о чем-то беседовать, и водитель отвлеклась от дороги. В результате происшествия водитель получила ушибы позвоночника, ей назначено амбулаторное лечение. А 36-летняя пассажирка не пострадала. Пассажир была пристегнута ремнем безопасности, в то время как водитель нет. Проведенное медицинское освидетельствование выявило у водителя 0,71 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина, который пострадал от белого медведя, продолжит лечение в поселке Тикси Булунского района республики. Состояние пациента стабильное, он сам себя обслуживает. До выздоровления мужчина будет находиться в Булунской центральной районной больнице. Необходимости в транспортировке в Якутск нет, сообщает главврач Булунской ЦРБ. Белый медведь напал на оленевода на территории Ляховских островов. На спасение мужчины с острова вылетел вертолет Ми-8 ФСБ России с пограничниками. Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу 4 октября. В Якутии изъята крупная партия нелегальной алкогольной продукции. По материалам проверки Управления Федеральной службы безопасности России по Якутии возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством в особо крупном размере». Предварительно установлено, что фальсифицированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, приобреталась и хранилась в целях дальнейшего сбыта в металлических контейнерах по разным адресам на территории города Якутска. При попытке продажи партии фальсифицированной спиртосодержащей продукции оперативники задержали одного из предполагаемых подозреваемых. В результате проведенного расследования оперативники изъяли более 20 тысяч бутылок поддельной водки различных марок. Предварительная стоимость изъятой продукции составила около 7,5 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.
Жители Мексики во вторник выстроились в очереди в супермаркетах. Они поспешно запасали продукты и предметы первой необходимости из-за приближающегося урагана «Дельта». Тропический шторм усилился до 4-й категории. Это означает скорость ветра до 250 км в час и штормовой нагон воды на 3-4 метра выше обычного уровня прилива. Власти предупредили, что в ближайшие дни могут быть перебои с поставками. Как ожидается, в среду «Дельта» обрушится на побережье штатов Кинтана-Роо и Юкатан. Их жители начали эвакуировать. В курортном городе Канкун туристов попросили выехать из гостиниц. Мы пытаемся просто уехать отсюда. Должны были лететь завтра, но поменяли билеты на сегодня. Смогли попасть на рейс до Мехико. Уже во вторник многие вылеты были отменены, а в ночь на среду аэропорт Канкуна прекратил работу. Для тех, кому некуда уехать, администрация организовала временное убежище в городском конференц-холле. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приказал направить на полуостров Юкатан несколько тысяч военнослужащих для оказания помощи населению. По оценке Американской национальной службы слежения за ураганами, последствия шторма «Дельта» могут быть катастрофическими.